Безусловно, что кроме золотодобычи в нашей республике успешно развиваются и другие отрасли, которые требуют дальнейшего и самого пристального внимания и поддержки властей. Это добывающая и перерабатывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, туризм, легкая промышленность, лесное хозяйство и многое-многое другое. Центральная, западная, восточная, южная и арктическая. Каждая из этих 5 экономических зон республики уникальна, и каждая из них идет по своему пути успешного развития. Обо всех особенностях крупнейшего региона России расскажет Саргалана Захарова. Якутия – крупнейший регион России. Ее разделяют на 5 экономических зон – центральная, южная, западная, восточная и арктическая. У каждой из них своя специфика и потенциал. В центральной агломерации, в которую входят 11 районов, развиваются сервисный бизнес, производство стройматериалов и сельхозпродукции. Амгинский улус – одна из образцовых моделей развития сельскохозяйственного района. Местные фермеры полностью снабжают мясом и молоком не только свой район, но и поставляют продукцию в другие города республики, в том числе и в столицу. Население мы кисломолочную продукцию весь год поставляем. У нас 1200 тонн кисломолочные планы делаем, а масло животное мы 170. А так по плану заготовки молока у нас на этот год 5700 тонн молока в год. Единый заготовитель СХПК «Амга». Помимо этой компании, частные предприятия занимаются производством продуктов из дикоросов и кондитерских изделий. Легкая промышленность района сегодня на слуху у жителей всей республики. Производство – это рабочие места, а значит и стабильная зарплата и прирост населения. Здесь для комфортной жизни создаются все условия – строительство социальных объектов и жилых кварталов, поддержка молодых специалистов. Дмитрий Васильев работает в местной больнице. По программе «Земский доктор» получил подъемные. Построили дом. Переезд в родное село после жизни в городе считают лучшим решением. Пора было задуматься о том, чтобы дети росли в хороших условиях, чтобы был чистый воздух, речка, природа. Дети устроены, они сейчас заняты в детских дошкольных учреждениях. Дочка скоро пойдет в 1 класс, я тоже планирую отдать ее в лицей Амгинский. В западной зоне основные сферы деятельности – нефтегазодобыча, лесопереработка, агропромышленное производство. Крупнейший населенный пункт этой зоны – город Мирный в числе лучших по показателям экономического роста. Во многом благодаря промышленным компаниям, которые питают местные бюджеты, а эти средства, в свою очередь, направляют на поддержку социальной сферы – строительства, развития образования и здравоохранения, культуры. Южная Якутия – центры добычи золота и угля. Доля промышленности в экономике этой зоны достигает 85%. Помимо этой основной доходной части района развивают и другие сферы. Хочется в будущем развивать и туризм, потому что наш район – это один из районов, которые созданы для благоприятного развития лыжного туризма, лыжного спорта. Поэтому эти направления тоже учтены в стратегии. Думаю, что мы сможем реализовать их. Однако есть и болевые точки, проблемы малых поселений. Жители Якакута уже не первый год просят, чтобы поселок закрыли. Из предприятий здесь только туберкулезная больница. Садика, школы и фельдшерско-акушерского пункта давно нет. Так же, как и магазинов. За продуктами жителям приходится ездить в райцентр. Да и с этим тоже непросто. Автобус ходит только раз в неделю. Поселок не спасти уже. Жизнь замерла в поселке. Строить и вкладывать миллионы в деревню, где живут меньше 100 человек, невыгодно. Якутия пока единственный регион Дальнего Востока, где не проводилось укрупнение. Закрытие малых сел, переселение людей в другие образования и, как следствие, экономия средств. Ведь уже не нужно содержать пустующие объекты, поселенческие администрации. Такие вопросы, они должны решаться с населением в первую очередь. Но надо отметить, что идет естественный процесс урбанизации. Все понимаем, что родители хотят детям более качественное образование, чтобы социальные услуги, услуги здравоохранения, образования, культуры были на порядок качественнее, чем сейчас, допустим, в отдаленном малонаселенном пункте. Второй драйвер развития республики. Именно так называют потенциал восточной зоны. Крупные месторождения полезных ископаемых, сельское хозяйство, традиционный промысел и, конечно, туризм. Полюс холода сегодня неоспоримый бренд Якутии. Самая холодная точка в мире, где живет человек. Аймякон стал местом паломничества экстремалов разных стран.
И крупнейшая агломерация Арктическая. Она объединяет 13 районов, в которых живут всего чуть больше 7% якутян. При этом она главный хранитель традиционного уклада жизни коренного населения. Помимо освоения недр, там занимаются оленеводством, охотничьими и рыболовным промыслами. Для развития этой зоны не применимы стандартные модели экономики. Образ жизни северян, хрупкая природа Арктики, суровый климат и обширность территории требуют особого подхода. Будут затрагиваться и такие крупные проекты, как особые инвестиции. Да? И надо отметить, что Минвостокразвития и Арктики в настоящее время разрабатывает особые меры стимулирования и привлечения инвестиций. Потому что непосредственно развертывание каких-то крупных проектов в арктической зоне, оно всегда сопряжено с повышенными затратами. Транспортная логистика – основной фактор сдерживания прогресса в регионе. И это сказывается практически на всех сферах, будь то туризм или промышленность. На сегодняшний день стабильные сообщения имеют лишь 20% населения республики. Остальная часть в определенные периоды находится в изоляции. Решить эту проблему может только Ленский мост, который объединит все три транспортные схемы – автомобильные, железнодорожные и водные пути. Мост решит не только логистические проблемы, но обеспечит круглогодичный проезд на обе стороны реки Лена, что так важно для всех якутян. Саргалана Захарова, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Илья Лыткин, Якутия-1.